Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойрпиров. 2 и 3 июня текущего года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали в Алматы Республики Казахстан, принял участие и выступил на очередном заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Также на полях заседания председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, встретился с председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и принял участие во встрече президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Токаева, с руководителями парламентских делегаций государств, членов парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. 2 июня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, с целью участия в очередном заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности прибыл в город Алматы Республики Казахстан. В международном аэропорту города Алматы председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, тепло и искренне встретили официальные лица. 2 июня в Алматы в рамках заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности состоялась встреча тет-а-тет председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, с председателем парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений двух государств, а также приоритетные направления межпарламентских связей, в том числе в рамках парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. И в Алматы председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, вместе с руководством парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и руководителями парламентских делегаций государств-членов организации принял участие в церемонии возложения венков к вечному огню мемориала славы. 3 июня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял участие во встрече президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Токаева, с руководителями парламентских делегаций государств-членов парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. В ходе искренней беседы председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, передал президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Токаеву, послание и теплые пожелания президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и высоко оценил усилия казахстанской стороны в период ее председательства в Организации договора о коллективной безопасности. Была выражена уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество государств в рамках парламентской ассамблеи будет способствовать обеспечению эффективности организации по всем направлениям ее деятельности. Далее председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали в Алматы Республики Казахстан, принял участие и выступил на очередном заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. На заседании Совета, которое прошло под руководством председателя парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, были обсуждены актуальные вопросы повестки дня деятельности организации. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в ходе своего выступления подчеркнул, что совместная деятельность государств-членов в рамках парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности способствует эффективности межгосударственного сотрудничества в обеспечении защиты суверенитета и национальных интересов стран. Было отмечено, что в период усиления современных угроз и опасностей, особенно терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений, возрастает приоритет расширения и повышения эффективности
политического, военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества в рамках организации. Уважаемый Рустами Эмомали обратил внимание членов Совета на возможные угрозы на южной границе с Афганистаном, подчеркнув, что сложная ситуация в этой стране может иметь долгосрочные негативные последствия для региона Организации договора о коллективной безопасности. В ходе выступления председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан также отметил важность реализации совместных мер по обеспечению безопасности информационного пространства организации и предотвращению злонамеренного использования информационных и коммуникационных технологий террористическими и экстремистскими организациями и группами. По итогам обсуждения повестки дня очередного заседания Совета были приняты соответствующие решения. После участия в очередном заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и встреч на полях заседания, председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, вернулся из Алматы Республики Казахстан на родину. Душанбинский водный процесс – это международная платформа для рассмотрения актуальных вопросов в сфере воды и изменения климата. В стране осуществляются организационные работы, связанные с проведением в июне текущего года в Душанбе третьей международной водной конференции, которая будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по водным вопросам. Водные инициативы руководства Республики Таджикистан, поддержанные Организацией Объединенных Наций, уже давно перешли от уровня изучения до практической реализации международным сообществом. Тему продолжит Карим Хайдар. По словам экспертов, третья Душанбинская конференция высокого уровня, которая состоится в июне текущего года в столице Таджикистана, придаст новый импульс в деле достижения цели международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. По словам специалистов, проект программы предстоящей Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции Организации Объединенных Наций, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. Подготовка к третьей Душанбинской водной конференции успешно продолжается. К настоящему времени уже проведены заседания Национального организационного комитета конференции. По итогам этих заседаний утверждены основополагающие документы конференции, такие как концепция проведения, структурная программа, поставленные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами страны по решению всех организационных вопросов и наполнению содержательной части конференции с тем, чтобы провести это важное мероприятие на высоком уровне. Правительство Таджикистана, стремясь и дальше служить платформой для политического диалога, партнерства и действий, при поддержке ООН организует международные конференции высокого уровня в течение всего водного десятилетия действий, создавая так называемый Душанбинский водный процесс. 20-21 июня 2018 года в Душанбе состоялась первая международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Правительство Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 6-9 июня 2022 года провела вторую международную конференцию высокого уровня на тему «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях». Предстоящая третья международная водная конференция имеет свои особенности. Душанбинский водный процесс – залог решения проблем в области воды и изменения климата. Карим Хайдар, Махмад Саиди Камол, Дишоди Хушбахт. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.